Помогали этим ополченцам, помогали мы. Мы до самого последнего помогали вот этим ополченцам, которые воевали против вот этих оккупационных войск, которые варварски бомбили вот эти наши, наш город. В то время, когда они бомбили вот самолетами, здесь находились и дети, и женщины, и старики. Когда здесь вот самая мирная жизнь, когда проходила, первым бомбили Аргун. И были жертвы среди детей, стариков, женщин. Так разве наводит конституционный строй? Больше страдали. Непосредственно при первой бомбежке, вот когда первый раз вот эти самолеты залетели, они сделали вот эти 3 бомбовых удара, снесли одну улицу, где вот этот и сразу стадион. Дети погибли. И там погибло 2 детей малолетних с отцом вместе. А жены дома не было. Она как раз за водой сходила, и, к счастью, она оказалась. И вот куски вот этого мяса собирали 3 дня женщины вот этой по соседству, которые жили. Да, действительно, было такое. Это может только Россия такое делать. Я не думаю, что цивилизованные генералы, цивилизованный народ так никогда не может разговаривать с народом на таком языке. А такой конституционный строй чеченцы никогда не воспримут. Неприемлем такой. Мы не такой народ. Мы сказали, мы сделаем, а не то, что там думаем.